на отечественный авиапром под другим углом. Такую возможность дает авиасалон «Макс». И, конечно же, одни из главных экспонатов здесь – вертолеты КВЗ. Вертолет «Ансат» выписывает кульбиты над Жуковским. Маневры должны показать. Татарстанский винтокрылый не так-то прост. Он юркий, легкий, быстро разгоняется. Вертолет с медицинским модулем показали и президенту России. Этот «Ансат» сильно отличается от более ранней версии. В буквальном смысле винтокрылая неотложка. Уже применяется на вертолете активная система подавления вибраций, и вертолет очень комфортабельный. «Ансаты» нашли своих покупателей на «Максе» этого года. Заказы получены на 21 вертолет. Еще одна ключевая новость для Татарстана и КВЗ – 2 Ми-38 построят специально для Министерства обороны России. Затем в планах еще 15. Вот он, красавец, в небе над Жуковским демонстрирует все свои преимущества и грацию. Не только в небе, но и над земле было приковано внимание к Ми-38. Он стал настоящей звездой «Макса» этого года. Вертолет открыт для гостей, можно увидеть салон, посидеть в креслах. Ну и как же без селфи из кабины пилота. Ми-38 – это история и будущее российского вертолетостроения. Работа началась еще в 80-х, но первый полет состоялся лишь в 2000-х, но производство так и не началось. Автопилот ПКВ-8 – это самый новейший. Ми-8, он же Ми-17 – бестселлер. Классическая восьмерка с новой начинкой. Пилоты машину любят, говорят, надежная, выносливая, еще и самая современная. Представляем десантно-транспортный вариант. Здесь умещается 36 десантников в полном обмундировании, так сказать. Плюс мы еще здесь показываем внешнюю подвеску, которую можно груз да, различные груза перевозить. То есть можно летать при низких температурах? Можно летать при низких температурах. При каких самая низкая? Какая? Ну вообще по РЛЭ плюс 50, минус 50. Что такое РЛЭ? Руководство полетной эксплуатации. Больше 100 Ми-17 в год выпускают на КВЗ. В основном продают на внешний рынок. У нас на службе более 50 вертолетов, сделанных в Казани. Они участвуют в различных миссиях, очень надежные, и мы планируем закупить их еще. Развитие технологий и внедрение инноваций помогает КВЗ брать новые высоты. А «Макс» – это площадка для демонстрации всех возможностей. Такие выставки, это, конечно, дают очень много заводов, в том числе и специалистам. Поскольку на одной площадке собираются как в основном все производители, не только головники, но и поставщики комплектующих. Соответственно, сюда приезжают практически все наши потенциальные покупатели. Из нынешнего «Макса» КВЗ выжил максимум. Получены заказы на 29 вертолетов, соглашения в области продвижения, сертификат изготовителя от Ростеха и новые партнеры. «МАКС-2017» в очередной раз доказал, что отечественное авиастроение на высоте. Держать ее помогают продукции и технологии Казанского вертолетного завода. Уже в конце августа вертолеты КВЗ вновь прилетят в Подмосковье для участия в международной выставке «Армия-2017». Альбина Слгараева, Марат Цветгараев, ТНВ, подмосковный Жуковский.